Совместного базирования в ТИКСе. Он начал этой весной принимать снова самолеты. Но в каком сейчас он состоянии, требуется ли ему ремонт, идет ли этот ремонт. И, насколько я понимаю, ведутся переговоры с Минобороны о передаче региону этого аэродрома. Расскажите, пожалуйста, об этой ситуации. Спасибо. Но история это очень сложная. В октябре, 1 октября 2012 года бывший министр обороны Анатолий Эдуардович Сердюков принял решение закрыть аэродром в ТИКСе, и, соответственно, действия были сделаны, и аэродром закрывался. Потом, и при этом без предупреждения местных органов власти, без предупреждения граждан, которые пользовались этим аэропортом. Это единственный аэропорт, который соединяет поселок Тикси с материком и центральной Якутией, и непосредственно с центральным регионом Российской Федерации. К сожалению, наши доводы, которые были высказаны в свое время, они не были поддержаны. И в результате все оборудования, и в том числе обслуживающие персонал, были полностью вывезены. И в результате в течение зимы нам пришлось местным органам власти, региональным органам власти организовать перевозку пассажиров через промежуточный аэропорт Ускольга вертолетами до Тикси. Это было очень неудобно. Единственное, что мы на себя взяли, сохранили стоимость билетов столько, сколько было до закрытия аэропорта для обслуживания населения, потому что стоимость билетов в этом случае возросла бы в 2,5 раза. Вертолеты, вы сами знаете, очень дорогой вид транспорта. Но, с другой стороны, мы продолжали заниматься этой проблемой, ставили перед Министерством обороны Российской Федерации этот вопрос, потому что знали, что причина закрытия аэропорта была связана больше всего обслуживанием дальней авиации, больших самолетов. Для малых самолетов, типа Ан-24 вертолетов, этот аэропорт мог бы работать. О чем мы много раз говорили с Сердюковым, и в том числе после вступления в должность Сергеем Кузюгетовичем Шойко. И, соответственно, Сергей Кузюгетович, понимая, что на севере обслуживать население это очень сложно, он, в принципе, и саму Якутию хорошо представляет, он знает, как люди живут, он подошел к нам с пониманием, то есть это сделал усилия, чтобы этот вопрос был отрегулирован. И тогда была создана совместная комиссия с Республикой Саха-Якутия и Министерством обороны, и Министерство транспорта Российской Федерации еще раз изучили, и для малых самолетов класса Ан-24 вертолетов может допустить при определенных условиях обслуживания аэропорта. Что было сделано в марте, в апреле месяце, и с того времени самолеты сегодня летают и обслуживают этот аэропорт. И население, конечно, сегодня в этом плане поддерживается, то есть в Тикси, в Якутском уже соединяет традиционный рейс на самолет Ан-24. Что касается больших самолетов, то Министерство обороны должны ремонтировать полосу аэродрома Тикси для того, чтобы в дальнейшем эксплуатировать по назначению. О передаче этого аэродрома в региональные власти или другие отрасли пока не ведется. Речь идет об обслуживании совместном, при этом создании гражданской службы обслуживания самолетов. Вот с этой точки зрения это говорит. Уважаемые коллеги, я вижу всех желающих задать вопросы. Не беспокойтесь, все это сделают. Вы кому показывали? Ну, пожалуйста, ваш вопрос, прошу. Опубликовано в рейтинге Forbes 3 лучших городов для бизнеса 2013. Комфортнее всего вести бизнес оказалось в Калининграде, Уфе и Краснодаре. Вот такой вопрос здесь с этим. По вашему мнению, что необходимо сделать, чтобы Якутия стала привлекательной территорией для бизнеса? И попутный вопрос, каким вы мечтаете увидеть республику через лет 5-10? Спасибо. Якутия с точки зрения привлекательности для крупного бизнеса, она сегодня привлекательная. Она считается одним из таких значимых, что ли, территорий Российской Федерации, в котором можно вкладывать средства и получать соответствующие прибыль. Это связано прежде всего теми природными богатствами, которым владеет Якутия. Вы, наверное, все знаете, что по сути все составляющие таблицы Менделеева присутствуют
территории Якутии. Поэтому сегодня определенные уже движения со стороны крупного бизнеса мы уже чувствуем. У нас все нефтяные и газовые компании Российской Федерации крупные все присутствуют на территории Якутии. Последние годы они подошли. У нас есть очень крупные месторождения угля, самые крупные компании угледобывающие в республике присутствуют. У нас сегодня, кроме твердых полезных ископаемых, есть и углеводород, о чем я сказал. И, конечно, по другим направлениям, в частности, сегодня очень большое внимание уделяется Якутии в части начала добычи или разработки полезных ископаемых, связанных с железом. И, соответственно, сегодня возник вопрос по добыче с учетом конъюнктуры рынка мировой экономики, это по редкоземелью. Поэтому, и тем более сегодня, как и по инвестиционной политике Якутия тоже ведет очень большую работу. Мы по инвестициям на душу населения в целом по субъекту занимаем достойное место в российской экономике, где-то занимаем 8 место, если взять по очередности вложений. В прошлом году были привлечены 238 миллиардов рублей инвестиций в экономику республики, это очень большой объем. А что касается более мелкого, среднего бизнеса, то здесь сегодня тоже создаются определенные условия, особенно мы внимание уделение инновационному подходе. Мы создаем сегодня для этой категории бизнеса определенную инфраструктуру. У нас за Уралом единственный увеличенный фонд создан в Якутии. Сегодня для них создается тоже определенная другая база, в частности технопарк создан в Якутии. Сегодня создается центр интеллектуальной собственности для того, чтобы защищать их права и так далее, авторские права. Поэтому условия создаем и думаем, что через определенное время мы случаем, потому что в Якутии созданы все условия, чтобы бизнес и крупный, и мелкий себя чувствовал более комфортно. И сегодня это начало заложено. Что касается, что я вижу через определенное время, там 5-10 лет, то я хочу сегодня сказать, что у нас амбициозный план уже заложен, по ним мы уже действуем. Я просто конкретно скажу, что в 2022 году республика будет отмечать свое столетие. И мы уже знаем, к чему мы должны стремиться. Прежде всего, мы ставим то, что население республики должно составить 1 миллион человек, а сегодня для этого не хватает еще 50 тысяч человек. Сегодня мы ставим о том, что если мы на душу населения производим 530 тысяч рублей валового регионального продукта, то мы к 2022 году должны произвести 1 миллион рублей на каждого человека. Вот такие амбициозные планы ставим, и думаем, хотя это может быть кем-то принимается, кем-то может сложно представляется, но мы такую задачу будем реализовать, и это обязательно сделаем. Вот это я вижу в течение определенного времени.